Здравствуйте, уважаемые телезрители, в студии Арифа Кабба. Мы вновь собрали для вас самые важные события и тенденции вокруг Абхазии. Все, что актуально на данный момент, что касается нас прямо или косвенно, или влияет на имидж республики. Итак, начнем. Женевским дискуссиям по безопасности и стабильности в Закавказье исполнилось 15 лет. Они были созданы вскоре после войны августа 2008 года, когда была отбита агрессия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили против Южной Осетии. Глава Комитета Совета Федерации России по международным делам Григорий Карасин заявил, что женевские дискуссии по урегулированию ситуации в Закавказье – пример здравого смысла в международных делах. Как напомнил Карасин, основная цель женевских дискуссий – прочная безопасность Южной Осетии и Абхазии, стабильность в регионе Южного Кавказа. Помимо Абхазии, Грузии и Южной Осетии во встречах участвуют представители России, США, а также ООН, Евросоюза и ОБСЕ. С 2009 года в регионе действуют совместные механизмы по предотвращению и реагированию на инциденты. Созданная структура является эффективной страховкой от серьезных обострений в регионе и примером международного взаимодействия в сложных взрывоопасных ситуациях, считает сенатор. Как подчеркнул Карасин, важно, что встречи механизма продолжаются даже в сегодняшних сложных условиях и остаются примером здравого смысла в международных делах. Вот вам альтернатива разного рода санкциям и взаимному озлоблению, заявил он. Напомним, что 15 лет назад, 15 октября, в соответствии с договоренностями Дмитрия Медведева и Николя Саркози, для поддержания контактов между Тбилиси, Сухумом и Цхинвалом начались регулярные международные дискуссии по Закавказью в Женеве с участием представителей России, США и ряда европейских организаций. В ходе видеомоста Цхинвал-Сухум-Москва, посвященному теме 15-летия дискуссий, заместитель иностранных дел Абхазии Иракли Тужба, говоря о Женевской площадке, отметил, что в прошлом году, к сожалению, возникла ситуация, когда, цитата, «мы были вынуждены приостановить работу женевских дискуссий». Это решение было принято сопредседателями в одностороннем порядке. Было принято решение о приостановлении переговорного процесса. К сожалению, не было проведено предварительных консультаций. Нас просто уведомили о том, что сопредседатели приняли такое решение. Причем не было определенности, когда они состоятся и состоятся ли вообще. Путем совместных усилий с нашими коллегами из России и Южной Осетии все же удалось уговорить сопредседателей в необходимости продолжать работу. И в этом году мы пытаемся вернуться в прежний ритм работы. Состоялось уже 2 раунда дискуссий, еще один должен состояться 5-6 декабря. Надеюсь, что в 2024 году состоятся 4 раунда, как это было раньше, сказал Тужба. В Цхинвале к участникам видеомоста обратился государственный советник президента Южной Осетии, глава рабочей группы по женевским дискуссиям Константин Кочев. Он отметил, что был момент, когда Грузия была близка к подписанию договора о неприменении силы. Уже был согласован текст документа, грузинская делегация подтвердила свою готовность, но спустя полчаса им пришло указание отказаться от подписания. Грузия пытается на площадке Генассамблеи ООН добиться международного осуждения республик по вопросам беженцев, которых в самой Грузии принято называть внутренне перемещенными лицами. Вопрос беженцев стоит и в повестке обсуждений в рамках женевских дискуссий. Но Абхазия, Южная Осетия и Россия приняли консолидированное решение не обсуждать там этот вопрос в связи с тем, что для обеих республик трибуна Генассамблеи, где они хотели бы высказать свою позицию по этому вопросу, недоступна. К другим темам. Эскалация палестино-израильского конфликта на прошлой неделе дошла до своего пика после подрыва больницы в секторе Газы и гибели там около 500 человек. Свою причастность к данному зверству отрицали как израильтяне, так и палестинцы, перекладывая вину друг на друга. Шок и возмущение охватил весь Ближний Восток и другие страны после того, как в результате мощного взрыва в больнице Газы погибли сотни людей. В последние дни сотни палестинцев укрывались в больнице Аль-Ахли и других медучреждениях от обстрелов. Отметим, что еще до происшествия Израиль призвал всех жителей города Газа и прилегающих районов эвакуироваться на юг сектора. По мере того, как раненых привозили в другую, так переполненную больницу Шифа, начали сыпаться обвинения. Хамас утверждал, что взрыв – результат израильского авиаудара. Армия обороны Израиля же заявила, что причиной случившегося стали ракеты, выпущенные по ошибке другой группировкой – палестинский исламский джихад. Последние эти заявления
они отвергнули, обвиняя Израиль в том, что он всеми силами пытается уйти от ответственности за завершенную им жестокую расправу. В это время в регион с дипломатической миссией направился Джо Байден, но в сложившихся условиях президент Палестины Махмуд Аббас договорился с Иорданией и Египтом об отмене четырехстороннего саммита с участием американского лидера. На фоне обострения конфликта многие наблюдатели начинают вспоминать, в чем же историческая основа палестино-израильского конфликта и есть ли ему решение. Приведем краткую историческую справку. После падения Османской империи в начале 20 века Лига наций, предшественница ООН, выдала Великобритании мандат на управление Палестиной и другими территориями региона, входившими ранее в состав Османской Турции. Мандат действовал вплоть до 1947 года, но Палестина, в отличие от соседей, так и не получила независимость. А ее население пополнилось еврейскими переселенцами, в основном бежавшими от фашизма в Европе. В 1947 году Великобритания передала палестинский вопрос, который на тот момент уже стал дестабилизирующим фактором для всего региона, в ведение ООН. Рассмотрев различные варианты его решения, Организация Объединенных Наций подтвердила неотъемлемое право палестинцев на самоопределение и предложила прекратить действие британского мандата, а саму территорию разделить на два государства – еврейское и арабское, с особым международным статусом Иерусалима. Так был создан Израиль, который в последующие годы в ходе нескольких войн расширил свою площадь за счет палестинских территорий, а в 1967 году оккупировал сектор Газа и западный берег, включая Восточный Иерусалим. Эти события привели к многочисленным волнам массового переселения арабского населения. А в 1974 году Генеральная Ассамблея еще раз подтвердила свою позицию. Палестинский народ имеет право на справедливое решение вопроса. А уже в следующем году был учрежден соответствующий комитет. Все минувшие годы палестино-израильский конфликт оставался кровоточащей раной Ближнего Востока. Миллионы палестинцев жили в статусе беженцев, а многочисленные мирные инициативы так и не были реализованы. В 1987 году, после более чем 20 лет военной оккупации в секторе Газа и на западном берегу вспыхнуло стихийное восстание, получившее известность как Первая интифада, арабское слово, означающее «стряхивание», быстро проникшее в международный политический лексикон. Представители всех слоев палестинского населения, молодежь, женщины, дети, рабочие участвовали в массовых демонстрациях, экономических бойкотах и забастовках, отказывались платить налоги. В 2000 году палестинцы организовали вторую интифаду. В обоих случаях выступления жестоко подавлялись израильскими силами безопасности. Однако стремление палестинцев построить собственное государство получило большую международную поддержку. В 2011 году Палестину приняли в ЮНЕСКО в качестве полноправного члена, а в ноябре 2012 года она получила статус наблюдателя в ООН. Ежегодно Генассамблея продлевает мандат Комитета по осуществлению неотъемлемых прав палестинского народа, который, в свою очередь, изучает ситуацию и готовит всеобъемлющий доклад. Авторы доклада двухгодичной давности, к примеру, подчеркнули, что Израиль, цитата, «оккупирующая держава не выполняет резолюцию Совета Безопасности ООН и продолжает расширять еврейские поселения на оккупированных территориях». Кроме того, они считают, что возведение разделительной стены, прокладка объездных дорог, конфискация земли, снос домов, захват принадлежащих палестинцам строений, разрушение сельскохозяйственных, водных и санитарно-гигиенических объектов, выселение и угроза насильственного переселения палестинских семей, нарушение прав человека и насилие со стороны поселенцев, включая запугивание, ранение и убийство палестинцев, негативно сказываются на положении населения оккупированных территорий. Угроза конфликта сохраняется. Неоднократно предупреждали эксперты ООН, напоминая, что израильские силы продолжают ежедневно совершать военные нападения и акты насилия в отношении находящихся под оккупацией мирных палестинцев. Конец цитаты. В ходе обсуждения в Совете Безопасности генеральный секретарь Антонио Гутерриш назвал ситуацию, сложившуюся на оккупированной палестинской территории, переломным моментом и призвал Израиль отказаться от планов по аннексии территорий, о которых Тель-Авив объявил ранее. Тогда же 47 независимых экспертов ООН заявили о том, что аннексия оккупированной территории является серьезным нарушением Устава Организации Объединенных Наций и Женевских конвенций и противоречит основополагающему правилу о недопустимости приобретения территорий с помощью войны.
войны. И, видимо, этот переломный момент наступил в этом октябре, и теперь мы имеем еще одну серьезнейшую эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. В нашей сегодняшней передаче самые актуальные события недели обсуждаем с политологом Бесланом Хакба. Беслан Алексеевич, снова приветствую вас в нашей студии. Хотим обсудить с вами важные актуальные темы прошедшей недели, и в том числе даже самые свежие события. Но хотелось бы начать с того, что вот сейчас исполнилось 15 лет со дня начала женевских дискуссий. Во-первых, немножечко об истории, да, когда они начались и какую имели с собой цель. Вы знаете, когда сегодня вообще-то часто вспоминают об этом и говорят, женевские дискуссии, зачем они нужны, что они им дают. Вообще-то надо иметь в виду, когда возникает конфликт, а это был большой конфликт на Южном Кавказе, между Абхазией и Грузией с вовлечением очень большой страны, самой большой страны России. Когда такой конфликт возникает, разрешить мгновенно, внезапно, это очень сложно. Мы вспомним, как это называлось. Вообще это называлось принуждение к миру. Кстати, вот эти женевские дискуссии, так и можно вообще-то и назвать. Это принуждение к миру Грузии в данном случае. Понимаете, когда конфликт на Кавказе, это очень сложно разрешить. И поэтому в этом отношении то, что происходит, да, вот как это начиналось с вовлечением президента Франции, а потом с признанием, международным признанием суверенитета Абхазии и Южной Осетии, это уже новая геополитическая реальность на Южном Кавказе, да, и все это вот взять, вот так разрешить конфликт очень было сложно. И поэтому вот этот конфликт, вот эта женевская вот эта дискуссия, которая проходит, да, уже 15 лет, они имеют большое значение. Я вам даже объясню, почему. Первое, это прежде всего в вопросе гуманитарного характера. Грузия – это сосед, это наша сосед, и она никуда не делась. У нас еще много чего предстоит разрешить, много вопросов. Да, и гуманитарного характера, и вообще связи экономические могут быть, и социальные вопросы, и вопросы политические, самое главное. Да, там вряд ли вопрос суверенитета Абхазии будет решен вопрос, я имею в виду признание Грузии. Но другие вопросы гуманитарного характера вот в таких форматах и решаются. Я имею в виду даже и другие международные конфликты, даже более сложные, которые имели место в мире, вот такими форматами начинали разрешение этих конфликтов. В этом отношении это очень важный формат, и я думаю, что женевские дискуссии еще себе покажут в плане разрешения, может быть, не окончательного, а вот в плане вот международного хотя бы частичного, полноценного признания Абхазии со стороны других стран. Это первое. Второе, надо иметь в виду, что все-таки мир такой очень сложный сегодня, много конфликтов вокруг нас. Вот, и не использовать такой формат, да, вот, все-таки это мирные переговоры, все-таки лучше мирные переговоры, чем откровенная конфронтация, тем более вооруженный конфликт. И в этом отношении тоже имеет свое значение. И, конечно, здесь надо иметь в виду и роль России, понимаете, и надо все это подчеркивать. Все-таки вот то, что она взялась, и, во-первых, она признала впервые вот в истории две автономные бывшие республики были признаны суверенными международными вот, независимыми странами, и тем более дальнейшее вот, расширение, признания Абхазии и Южной Осетии, да, вот в международном плане. И в этом отношении женевские дискуссии тоже играют большую роль. В общем, я считаю, что они должны быть, этот формат должен быть сохранен. Я надеюсь, что вообще-то будет продолжена работа. Как сказал на видеомосте, который был посвящен этим дискуссиям, 15-летию, точнее, этих дискуссий, был такой видеомост Сухум, Москва, Цхинвал, и представитель юго-осетинской стороны Кочев сказал о том, что был даже такой момент, когда вроде бы Грузия оказалась готова подписать документ о неприменении сил. Это один из важнейших документов, подписание которого требуют, естественно, и хотели бы представители Абхазии и Южной Осетии, но потом они получили какой-то сигнал. Вот что вам кажется, что это имеется в виду? Вполне возможно. Я допускаю, что такой сигнал поступил, это первое. Второе, это обычная практика, тем более в конфликтном отношении, когда Грузия находится в разных форматах, где она принимает участие, для нее неприемлемо без участия западных стран. Вполне возможно, какой-то сигнал из Вашингтона поступил. Они послушались. Я не исключаю, но надо иметь в виду еще и другое, что, знаете, вот все-таки, что касается вот заключения договора о неприменении силы, я мало верю вообще-то в какие-то мирные инициативы, вот такие крупные, масштабные со стороны Грузии по отношению к Абхазии и Южной Осетии, потому что все-таки, мне кажется, общество, грузинский народ вряд ли примет сегодня. И мне даже кажется, что политическое руководство Грузии и устраивает сложившееся положение между Абхазией, Грузией и Южной Осетией в плане событий, которые происходят на Украине. Да, во-первых, она не вовлечена в такие международные конфликты, вооруженные конфликты, несмотря на призывы, на открытие второго фронта и так далее, и так далее. Да. И учитывая фактор России, все-таки
хорошие экономические связи, которые отвечают национальным интересам Грузии, вряд ли какие-то конфронтационные шаги будут предприняты нынешним руководством Грузии по отношению к России. Вот учитывая все эти факторы, вот все-таки надо иметь в виду, что, наверное, в женевские дискуссии работа будет продолжена. Но надо иметь в виду все-таки, что все-таки мы находимся в очень конфликтном регионе, всегда надо быть начеку, и всегда надо иметь в виду, что безопасность Абхазии полноценная будет обеспечена только при прямом участии Российской Федерации. Ну, кстати говоря, многие критики этого процесса женевских дискуссий считают, что по сути это тупик, потому что грузинская сторона видит сторонами конфликта себя и Россию, а мы и Южная Осетия, точно так же Россия поддерживает в этом, настаивает, что все-таки Абхазия и Южная Осетия вместе с Грузией являются сторонами конфликта. И с этой точки зрения тут есть конфликт и есть тупик. Вот как вы это прокомментируете? Всегда отмечали в Грузии, еще до событий 2008 года, когда вот все это начиналось, все эти процессы, это политически сложные процессы между Абхазией и Грузией, всегда в Грузии отмечали, что это прямое вмешательство Кремля, Москвы и России. Всегда это отмечали. Это вот они дошли до того, что сегодня Грузия оккупирована вообще-то Российской Федерацией, как они отмечают. Да? А вообще-то надо иметь в виду, почему это все происходит. Да? Вот все планы, которые, давайте будем откровенны немножко, да, все планы, которые были намечены, когда начался процесс распада СССР, Грузия проиграла. Я имею в виду, отношения с Южной Осетией, с Абхазией были страшные вооруженные конфликты, в которых она проиграла. Да, вот. И теперь сложилась новая геополитическая реальность, в которой явно не в пользу Грузии. Понимаете, когда вот на кого-то указывают, что причина все-таки ветом большой страны России, вот она оккупировала наши территории, вот там, не знаю, там 20 или 30%, как они говорят, да, вот это всегда снимает как бы вину. Вот, понимаете, все политики, которые приходят к власти, вот в Грузии всегда отмечали, это что прежде всего это вмешательство, вот прямое вмешательство и тем более вооруженное вмешательство со стороны Российской Федерации. Поэтому, когда начинаются какие-то мирные переговоры, всегда на это акцентируют внимание. Понимаете, вот все мирные инициативы, которые были предложены Российской Федерации еще до августа 2008 года, между прочим, по вопросу разрешения Южной Осетии, вопросы Южной Осетии, Грузии, Абхазии и Грузии, все были отвергнуты, учитывая новую геополитическую реальность, которая сложилась в результате распада СССР. Поэтому, когда говорят, что вот Россия во всем виновата, надо спокойно отнестись и все-таки продолжить свою политику с большим вовлечением в наши дела, вообще в решение вопросов и политических, и экономических Российской Федерации, потому что это действительно жизненно и отвечает нашим интересам. Но вот и многим еще интересно, много раз поднимался вопрос о том, чтобы вот этот механизм по предотвращению и реагированию на инциденты, который когда-то работал, да, в рамках этих дискуссий, а сейчас его работу все пытаются, но никак не могут возобновить. Вот в чем тут проблема? Мне кажется, все-таки это связано с событиями украинскими, прежде всего. Понимаете, и вот весь мир обращает на это внимание. Ну, до последнего времени, вот казалось бы, то, что происходит между Палестиной и Израилем, да, то, что вспыхнуло. Украинский вопрос как бы на второй план, но не совсем второй план. Знаете, все-таки Украина – это важнейшее геополитическое событие после Второй мировой войны. Это все признают, потому что последствия будет это новый мировой порядок, где великие державы будут стремиться вот всячески вот решить таким образом этот вопрос, может быть, не только вопрос Украины вообще, это вопрос взаимоотношений между Россией и западными странами, вопрос НАТО и России, много таких вопросов, да, вот и новый мировой порядок, и все об этом уже говорят, что это уже почти сложился, да, вот. Гегемония одной страны, она практически заканчивается. И вот какое место вот эти страны займут, вот все страны, да, которые, кстати, вовлечены в конфликты тоже. Понимаете, вот параллельно пытаются эти великие державы решить и другие вопросы. Некоторые провокационно, между прочим, авантюрно решают. Где-то хотят открыть второй фронт, третий фронт и так далее, и так далее. Понимаете, всегда надо быть очень аккуратным и начеку. Я имею в виду даже, я надеюсь, что все это понимают хорошо и политическое руководство Абхазии, что как события будут развиваться события, мы не знаем. А что касается вот этого контроля, да, вот все-таки с украинскими событиями связанным, мне так кажется, что все-таки политическое руководство занимает какую-то выжидательную позицию. Как там все закончится?
Да, ну я думаю, что ждать придется долго и в таком случае. Я допускаю, да, это конфликт надолго. Да, а теперь вы уже упомянули о другом важном конфликте, эскалация которого все хуже и хуже, да, Ближний Восток, имеется в виду палестино-израильский конфликт, и там, как вы знаете, вот последнее вот ужасающее событие, это взрыв больницы, да, и стороны перекладывают вину друг на друга. Как вам кажется, там вот что будет происходить, к чему вообще идет, какие есть тенденции? Все обозреватели отмечают, что все ждут, когда же начнется еще большая война. Еще больше война, потому что такой войны, вот, начиная, вот, как отмечают, с 1973 года не было. И здесь вину перекладывают сначала на Хамас, вот, потом на Израиль. Знаете, вот этот конфликт, к сожалению, еще, я в это верю, что этот конфликт будет продолжаться еще десятилетия, может быть, и столетия. Это конфликт, который, как отмечают многие, разрешит в нашем вот, 21 веке вряд ли удастся. Но вот приостановить вот эту жестокость, да, вот это все, что творится каждый вечер, который мы видим, это вполне возможно, если будут вовлечены три великие державы. Это Россия, это США и Китайская Народная Республика с привлечением крупных арабских стран. Это, вы знаете, вот такая коалиция, если бы сложилась бы, это начало бы отвечать интересам национальным, вполне возможно, что вот эта конфронтация, которая внезапно вспухнула, можно было бы остановить. Вот эту жестокость. Тем более, если начнется, представьте себе, так называемая сухопутная операция, там какие жертвы будут, где в маленьком таком городишке, это площадь, территория почти Гагры, где проживает более 2 миллионов. Представьте, что там будет твориться. Да? И говорят, что пока Израиль приостанавливает сухопутные свои действия, потому что вот, оказывает давление якобы США. Вполне допускаю и это. Может быть, это не в их интересах тоже, но надо иметь в виду, что все отмечают, в сложившейся ситуации все это может быть остановлено только с привлечением этих трех великих держав и крупных арабских стран. Но есть ли вообще надежда, что эти три державы могут быть вот вовлечены и как-то найти здесь? всегда, вы знаете, всегда, даже когда был Советский Союз, я помню, когда была холодная война, этот конфликт использовал в своих интересах. Я даже помню, был такой город в США, Кемп-Дэвид, там собирались вот, Билл Клинтон, Ицхак Рабин, Ясер Арафат, заключили договор, вот, сообщили мировому сообществу, вот мы разрешили конфликт. И как раз Израилю это не понравилось, это привело к тому, что к убийству Ицхака Рабина, кстати, и внезапной смерть Ясера Арафата. И все разрушилось, понимаете? Это вот, знаете, вот конфликт, который вот начинается с 1945 года, никакого, даже маленького такого продвижения в разрешении этого конфликта нет. И все говорят, что вполне возможно, так и будет и дальше происходить. Это печально, это трагедия, но это так. И это пожар, который кому-то нужен, получается. Вполне, это да, это кому. И в том числе и некоторым великим странам тоже. И другой вопрос, уже касающийся совсем свежих событий. Вот, скажем так, вот этот формат 3+3, встреча в Тегеране, да? Вообще, что это за формат и к чему призвана эта встреча? Для чего она созвана? Этот формат, который по инициативе, вот как сообщают, и раньше говорили о таком формате, возможном формате, я помню, года 2-3 назад говорили, что это три большие страны кавказские, вот будем говорить, Россия, Турция и Иран, и другие страны, это Азербайджан, Армения и Грузия, собираются 3+3 в таком формате, чтобы разрешить вот конфликтные отношения, которые сложились. Но это как-то не получалось у них создать такую платформу, такой формат. Но вот сейчас, после событий, которое произошло, вот, да, вот события, связанные с Нагорным Карабахом, когда прекратилось свое существование Нагорный Карабах, уже открыто можно об этом говорить, вполне допускают некоторые, что можно вернуться к этому вопросу, к созданию такого формата, решить другие вопросы. А конфликтных вопросов очень много. Это вопросы коммуникации, это коридоры. Понимаете, но и полноценно создать такой формат не получается, потому что там должна принимать участие и Грузия. А Грузия отказывается пока. Во всяком случае, как я уже говорил, Грузия вообще в таких форматах не принимает участие, где присутствует Россия, и без участия западных стран. Но вполне возможно, что, оказав какое-то давление, Грузия согласится, учитывая то, что происходит на Украине. Но вопросы, которые сложились, вот конфликтные отношения, вот противоречия, экономические, политические, геополитические, могут быть тоже разрешены, кстати, с участием этих стран. Прежде всего и России, Ирана, и Турции. Прежде всего, конечно, с привлечением из других стран тоже на Кавказе. И вот цель
этого формата, чтобы решить эти вопросы. А вопросы очень, такие очень болезненные. Вот это вопросы коммуникации, границы определения. И самое главное, подтолкнуть Азербайджан и Армению к подписанию мирного договора. Если у них это получится, конечно. Но то, что, получается, Грузия блокирует все-таки это участие, разве это как-то мешает Азербайджану Знаете, и Армении, например, вот в этом контексте? Нет, не помешает, потому что это формат такой, знаете, так и называется формат. Это не какой-то блок, не какой-то договор, коалиция, которая сложилась с подписанием каких-то международного договора. Нет, это формат, который формируется сейчас, чтобы цель, которая вот разрешить вот наболевшие вот этнические такие конфликты, которые имели место, да, и вообще имеют место на Кавказе, и другие конфликты. Кстати, и между большими странами есть конфликты, например, очень серьезный конфликт между Ираном и Азербайджаном после убийства вот сотрудника посла Азербайджана в Иране, очень сложные, очень напряженные отношения между Азербайджаном и Ираном. Вот, понимаете, очень много таких проблем, которые необходимо решить, и в одностороннем, в двустороннем порядке невозможно. И цель этого формата, чтобы снять остроту, и вполне возможно продвинуться в разрешении многих-многих конфликтов, которые имеют место на Южном Кавказе. Понятно. Большое спасибо, что пришли и ответили на наши вопросы. Благодарю вас. На этом у нас сегодня все. Будем продолжать держать руку на пульсе событий. До новых встреч в эфире.